Спинки. Четвертый класс принимает активное участие в проекте «Читающая нация». И мы уделяем каждый день по 10 минут чтению. И сегодня я хочу, чтобы он на 10-минутке по проекту «Читающая нация» прочитал произведение ваш одноклассник Линков Дмитрий. Идем. Сегодня мы будем с вами читать интересную очень книгу «Радуга Дэш и гранат удачи». Давай. Глава первая. Выразительно, громко и с интонацией. Наступило утро. В любой другой, самый обычный день Радуга Дэш наверняка не обратила бы внимания на лучи солнечного света, пробивающиеся сквозь занавески и ее спальни, и уж тем более не стала бы вставать в такую рань. Но день этот не был обычным, да и ночевала она вовсе не в своей комнате, по крайней мере в последнее время. Ведь Радуга вернулась в родной Клаудсдейл, так что вместо того, чтобы сладко спать, разваливших в облаках над Поневилем, голубая кобылка Пегас лежала в своей детской кроватке, завернувшись в диван, видавшие виды одеяльце с радугами. А тут было ужасно тесно. К утру у пони потекли оба крыла. Раньше кроватка такой маленькой не казалась. Радуга Дэш зевнула и огляделась. Все ее вещи, губки, ленты и прочие сокровища, которые она очень ценила в детстве, так и остались на своих прежних местах. Хорошо, молодец. Давай Люба продолжит. Вика. Изо дня в день маленькая пони брала их крошечными копытцами и расставляла и так, и так. Сколько же в этой комнате чудесных воспоминаний! На книжной полке сидел старый плюшевый мишка. Радуга получила его после своего первого визита к зубному врачу. Тогда мама сказала, что она вела себя очень храбро и в награду подарила ей «люблю». Глуповатое выражение, застывшее на его мордочке. Нисколечко не изменилось. Рядом с медведем на стене висела баскетбольная корзина, к ободку которой были приклеены картонные облака. Радуга Дэш невольно улыбнулась. Родители думали, что после школы их дочка делает уроки, а она часами кидала в корзину мяч, отрабатывая идеальный бросок. Честно говоря, ей никогда не нравилось сидеть за партой. Если будешь плохо учиться, волновалась мама, как же ты сдашь экзамены? Но все было напрасно. Для Радуги значение имел только один экзамен в Академию Чудо-Молнии. Над корзиной красовался плакат с изображением знаменитых пегасов, действие свидетельства ее давнейшей одержимости. Этой элитной командой, расправив крылья, Чудо-Молнии мчались к финишу. Хотя с тех пор